Так, утро доброе, в общем, всем. Ну это, по-моему, тут у нас утро. Наконец-то мы реально подъезжаем к Якутску. Нижний Бестях. Проехали от погрузки 8632 километра. Ну вот сейчас нам по Бестяху проехать, потом 13 километров примерно по реке, по льду. И выскакиваем в Якутске уже. Вот тут АЗС Опти 9290 ДТ 76 95 72 что-то там. Ну тут видите, как городское считается, а там Опти в этом в Тамоте я вот заправлялся 86, что-то такое. Подешевле, потому что там сельская территория чуть-чуть им субсидирует как-то там. Ну или может они просто что возле нефтебазы в Тамоте сидят. Сейчас вам нон-стопом до Якутска покажу, как ехать. Что-нибудь расскажу. Вот, обнулял вот этот расход 1169. Вот я проехал, не знаю, вроде трасса 1157 длиной, но что-то спидометр набуксовал, наверное, и навилял по дороге. 42,9 от поворота в Невере. Расход 34,3 с Москвы. Этот получается 42,9 за 1170, этот за 8633. Ну, обычно как, потом пустым едешь до Владивостока, например, оно вот это тут будет 31, может 30 даже. Усреднится все. Отсюда до Владика 3200 километров. На пустой машине. Ну, тут цен нету никогда. Я даже и не спрашиваю уже ничего. Не знаю, если кто-то тут местные смотрят, напишите телефон. Может, что вам, если нормально. Нормальные расценки могу на восток, если что, забирать с Якутска что-нибудь. Потому что тут то макулатура какая-то, то металлолом. Не, понятно, тут возят, что-то есть там, но они как бы это своих грузят, правильно делают. Западники набегут. Скажут мне, никому не отдавай, и я буду возить тебе бесплатно. Вот так вот как-то все это. А я же как бы это лучше пустым. Расход небольшой, ну где-то 25 может будет тут с горами, с этими, там расход 23. Ну короче, 700 литров солярки, и я во Владивостоке. Как-то так. Тут видите, у них все. Какой оплот цивилизации. Сено эти в рулоны делать. Так, тут тепло, в принципе, относительно 24 градуса минус. Я там на 130 километре ночевал. Ну, потому что мне сегодня, я вчера позвонил, сегодня сказали, какая-то машина будет, потом я, короче, после обеда там что-то выгружаться. Так, сейчас слушаем это на повороте, как резина скрипит. Так, национальный герой Василий, по-моему, Манчару. Ну, как Робин Гуд. Она даже... а я на красный вообще. Ну ладно, я тогда постою. Что-то долго мы на поворот. Там, помню, пешеходы там, помню. Что это? Зеленая стрелка, что ли? Ну, в общем, какая-то засада. Я на светофор вроде хотел проехать. Слышно? Ну тут мороз, конечно, спал. Уже не так резина это шумит.
предлагает отдохнуть, а я не устал. Ну, я, в принципе, это просто забыл тахограф поставить на паузу. Ну, он что-то автоматом у меня не ставится. Табуретку эту. Это у нас впереди река Лена, вот она. Там, видите, где поровнее, там не основное русло, вот где основное русло, видите, какие торосы понамерзали. Ну, так вот, толщина льда, в общем, где-то, ну, наверное, метра 2, наверное, там есть в районе переправы. Там же намораживают еще. На всякий пожарный выравнивают вот эти все торосы. Ой, 26 возле реки минус. Мороз и солнце, день чудесный. Ну, потеплеет. Это сейчас по местному 9 утра. В Москве 3 ночи. Тут вообще как-то ровно получилось замерзнуть участок. В общем, вот такая тут обстановка. И мы сейчас по реке вот так вот пойдем на тот край Якутска. По льду ехать. Ну, 13, по-моему, я засекал как-то. Что-то в этом районе. Вот здесь мы летом на паромы садимся. Паром 150, ассоциация Ям. Ну, я вот на Ямовском всегда. Там где что-то, мне кажется, поровнее у них. Что тут я как раз и бампер оторвал. Капитан Леонтьев был паром. Паромщик. Я его в зеркало вижу, мне говорит: давай, все нормально. И все. Хотя можно было пойти поднять на воздухе, как бы, не знаю. А он бампер-то по большому счету там какими-то болтиками крепится. Его сразу завернуло мне на фонари, да и все. Тут плитами, видите, все уложили. Ну, в принципе, облагородили. И там вот стоянки там поразгладили хотя бы. Ну, заезды более-менее. Накопители сделали, чтобы, ну, не лезли все вокруг там, потому что там тема распространенная, когда очереди все куда-то щемятся вот так вот со всех сторон. И сейчас будем заходить на лед. Ёлки-палки, тут песок волной уже пошел. Ну, тут есть как-то еще вот машины легковые, там прямо едут, ну, чтобы не с края города выезжать, они там себе накатали. А вот сюда, вот видите, влево такая потоньше, там, чтобы, ну, прям в город выезд. Она как типа, не знаю, короче, сами накатали или как получилось, там они торосы эти выравнивали. Ну, в общем, ледовая переправа, все до 15 апреля официально. Тут у нас, видите, встречный поток выезжает. А она у нас сюда. Ну, их так разнесли подальше, чтобы они там не притонули. Ну, тут, в принципе, вряд ли потонешь лед, я же говорю. Толстый. Единственное, что вот это съезд такой, да. Чуть-чуть мы
Опа, неслись аккуратно. Оп. Ну, потом вода ж отходит тоже, видите, и лед садится. Так, автобус, ты что? Хотел погоняться или что? На перегонки. Ладно, езжай уже на тебя. Я хочу вот здесь вот по гладкому поехать. Вот он, видите, какого цвета. Разноцветного. Ну тут обычно скважины. Вон, видите, голый лед. Буксует. Тормозить. А тормозить нормально. Ну, на разгон просто. Понятно, что если давить, она не разгонится будет. А так потихонечку давишь. КамАЗ. По льду. Ну и мы, в принципе, как бы приезжаем чуть раньше, ну, чуть ближе сюда, чем паромы приходят. Там специально даже тоже так же бетонная дорога. И все время, каждый год тут в одном и том же месте выход и вход делают. Переправу это. И вот мы вдоль этого берега потом. И, ну, в общем, целое дело тут. Постепенно они наращивают нагрузку. Тут с весами стояли. Не пускали грузовики. Вот у меня Андрей приезжал как раз только после Нового года, по-моему. А, не, или это не он. Он, наверное, уже проехал целое, а кто-то из знакомых. Что-то максимум 35 общая масса. Мы пускали и приехали, по-моему, что-то там одиночкой у него забрали, чтобы он столько же весил. Ну, как бы перекидали. И вместе поехали на выгрузку. А сейчас уже все. Ограничений нету. Ну вот лед, видите. Красиво. На коньках можно кататься. Тут нормально 13 км. Ну не везде, конечно, будет лед такой. А тут прямо нормально. Ну, она, может, вот эту полосу просто недавно открыли, потому что вот рядом, видите, соседняя, запасная, как бы. Они тута работает. Там снегом заметенная. Ну, в общем, тут целая наука. Это прям строят ее тут каждый год, эту переправу. Выравнивают, намораживают. Ну, основная работа, конечно, идет, когда вот перед Новым годом уже, когда легковые, ну, по весу добавляют, потом маленькие машинки, там, потом одиночки, а мы уже после Нового года большие пускать начинают. И вот примерно официально по льду до 15 апреля, а дальше уже начинается, я в апреле как-то приезжал, уже тут солнце припекает, на льду вода стоит. Лужи, все вот это такое, как колея такая рыхлится. И уже такие вездеходы 6х6 одиночки. Вот с меня забирали, наверное, штук 5-6 их было, наверное. И пока, говорит, вода стоит на льду, то еще ездить можно. А когда уже вода ушла со льда, то все. Ну, уже лед, получается, талой водой пронизывается. Ну и рыхлый становится, и можно в этом рыхлом притонуть. Ну вот когда меня мужики эти перегружали, они, говорит, до этого тоже возили кого-то, а одна машина у них вот в этой рыхлой, так вот боком что-то застряла, вытаскивали, они там полночи ее. Ну такая вот эпопея тут. А так видно, да, когда весной здесь льды эти на берегу лежат, они как лед такой, как из сосулек состоит, ну вода вот проходит сквозь него. И он такой, ну как если, как разбирается на такие ледяные палочки. Вон Якутск. Видно дома уже. А вот там вот, где заправка Оптимы, на въезде заезжали, там поворот налево. Сразу это по трубе переправа. Я вот прошлый рейс снимал, когда оттуда ехал.
Ну, по трубе тоже такая ледовая, но она выезжает на том конце города, в Хатасах. И, ну, как бы с другой стороны заезжаешь, у меня выгрузка была с того края, не было смысла вот так кругаля делать. А так, видите, вот все вот это в торосах, а тут вот все это разровняли. Сколько работы. Потом налили все это, увеличили толщину. Ну, может, там не сильно, конечно, тут на метр никто не наливает. Ну, наверное, как вот это вот. Плюс толще чуть лед делают и ровнее, наверное, когда воду насосами качают. Вот они, видите, что-то тут делают. На запасной полосе. Вот такая вот. Как-то вообще идеальная. Наверное, недавно вот эту полосу открыли. То обычно там где-то трещины, то сюда вот так же выбивается, вот как на дороге все. А, ну вот пар стоит, видите, вот они, вот помпа. Видите, трактор с отбором, отбор мощности, и вот он насосом, видите, воду наливают. А там уже, видите, налили все снежком притрушенное, новое. Ну, видно, что вот они постепенно, наверное, всю полосу проходят. Везде добавляют. Ну, вот оно, видите, даже так замерзла, как-то такая шершавая такая поверхность водяная. Готовят, короче, запасную взлетную. О, аж холодно. 31, кстати, на воде. Вот она температура. Ну, это как аккумулятор холода. Лед с низкой температурой отдает. И встречная волножди, видите, у них также, наверное, там 2 полосы. И у нас такая широченная еще. Это мы уже пошли от берега. Вот здесь как раз основное русло. Ну, про глубину, да, я там что-то, мне говорили, что 36 метров, но это сказали 36 метров там, где за Якутском труба, так называемая. Ну, как бы сужаются берега, и там течение побыстрее, между, наверное, где вот в районе Мушленские столбы, там, где с одной стороны скальник там. А тут, по-моему, что-то писали 9, что ли, метров в фарватере, вот, ну, вот, где основной. Так-то тут вода плюс-минус туда ходит по уровню, там весной, конечно, поднимается, там потом к лету, если дождей нету, уровень падает, даже такие острова везде песчаные, отмели видно. Но когда я на пароме переправлялся, вот как раз 24-й год, прямо много отмелей было. Машинки несутся табуном с Якутска куда-то, а у меня сзади вообще никого. Я что-то один, что ли, в Якутск еду. Автобус скрылся от меня только, и все. А так, ну вот, на торможение, если вот она едет, ну я 50 еду от палки, ну-ка, до полной. Ну, даже это. Нормально вообще. Метров за 20 остановился с 50. Не, я легковушку, ничего, он и ехал по той полосе. А то я такой проверил бы сейчас. Я посмотрел, что никого нет. Ну, а тут вот это поля торосов. На рыбалку так просто не сходишь. Ну и бурить, конечно, да, тут 1,5-2 метра. Ну, если прям хорошее рыбное место, то, наверное, можно позапариваться, потому что тут есть клевая рыбалка, такой есть Вячеслав Бродников. Вот у него канал хороший про рыбалку на Якутии. У него вечно первый лед в России. Он тут выкладывает там одного за одним, окуней таких по полкилограмма, наверное, под килограмм. Ну, таскают щуки, такие монстры.
Ну, если захотите, клевая рыбалка, так и называется. Там, ну, такой приятный такой контент. Сидит одну за одной просто. Только слышно, как леска такая. Такой звук. Хоп. Ну и на жерлице, на лимов у них. А потом они так еще... Что тут, на лимы, щуки. Ну, там они летом тайменя где-то ловили, выпускали там. Ну, тут, конечно, да, он в Жиганске. По-моему, это жил, сейчас переехал. По таким местам они там ездят. То озерах, то еще что-нибудь ловят там. Ну, кто любит рыбалку, зайдите, не пожалеете. Там у него отличное про рыбалку. Там, у него самое классное видео, это карась на блесну. Можете прям так и набрать в ютубе. Там такие монстры караси, когда вот это заливает луга. И он так показывает, берет палку, отрезал кусок лески. Такая блесна вот такого размера. И так вот в кустике ее аккуратно опускает. И там карась этот выскакивает. Реально зверь. Ну, такие. Думаю, вообще никогда бы не подумал просто. Ну, кто в теме рыбалки, это точно впечатление от этого получите. Караси монстры, конечно. Так, ну вот мы уже подъезжаем к берегам. Тут, видите, лед подпросел. И такой бугорчик образовался. Мороз уже. А так по картинке с видео не скажешь, да? Солнышко светит. Так, что там сзади? Случайно никто там? Не, ну нам еще ехать. Это мы до островков доехали. Потом вон дорога пошла. Ну, километр еще с чем-то. Тут, видите, песок добывают. Наверное. Ну, пока вода отошла. Тут, видите, мы, получается, как по островку едем. Тут, когда замерзло, лед сел, мы типа по льду. Но он лежит на песке, а там, видно, уже вода отошла. Даже он слоя льда как такового нету. Ну, или зачистили его, может. А потом опять вода поднимется весной, нанесет. Вот видно, видите, как сразу. Вот эта песчаная отмель. Вот на ней лед лег, а тут где глубже было, вот он лед осел. Прямо перепад вот этот. Вода здесь, скорее всего, до дна уже. Тут нету воды. Так, с Димой Дима выгрузился, получается, и поехал. Он пустой в Тынде был уже. Ну, постоит там, посмотрит, что там, как. Мы так вроде решили, что... Ну, тут отсюда нечего брать. Он там смотрит, может, что-то будет. Не знаю. Поедем туда, ценника нету особо, куда ехать. Приедем, будем заселяться, как говорится, в Приморье. Машину надо помыть. Все, он чистый ездит, я чумазый, как этот. Я что-то в Красноярске... Я бы знал, что сухо на этом... Ну, когда Култук проходил, там обычно чуть снежок, чуть посолят. Машина вся чумазая. Я и не стал мыть нигде там машину. Думаю, все равно в Иркутске испачкается. Все, и вот выезд получается. Здесь... Тут вот тоже добыча, видите, идет. Песка везде. Что-то паленым каким-то. А, ну мы к городу подъехали. Что-то горелым пахнет. Ну, кто-то дровами. Тут вроде газ есть в Якутске. Сделали они себе. Провели. Тут же месторождение есть газовое. Ну и ответвление сделали. Давай. Это же ленивец не подымал.
погнал так потихонечку. Ну, они тут, видите, делают крутые берега чисто. Может, и не песок добывают, ну, просто делают крутой берег. Ну, потом, понятно, вода подымется весной, она и тут все это заровняет, нанесет, принесет. Так, я сейчас дотрындюсь, что тут стану, по-моему. Ну, вообще не должен. Оно как-то не сильно скользко, когда морозец стоит. Ну и плюс песочек посыпан. Ну и все, вот мы в Якутске. Ну, мне единственное, да, город я вам не засниму, потому что мне сейчас тут повернуть и где-то вот здесь. 50 лет советской армии, в общем, выгружаться. Место, конечно, такое выгрузки. Я там уже один раз был, а мне опять на него поменяли. Типа там склад полный, давай сюда. А там капец какой-то заезд, блин, задом. Я летом там забодался. Узкие ворота, все перекошенное. Ну, я, наверное, передом заеду, лучше оттуда задом выеду. Как-то у меня такой план. О, они, видишь, тут кучу насыпают зачем-то. Готовятся к сезону, типа песок с берега сюда возят. Ну а так вот этот частный сектор, там, конечно, центр, дома все на сваях многоэтажные, потому что вечная мерзлота, сваи глубоко забиты до, как бы это, ну, чтобы когда оттайка идет, чтобы это не перекосило обычный фундамент, не выдержит, надо сваи глубоко, ну, до места, где это оттайка не достает. Это как бы окраина. Ну, вот как объездная вот это идет, и потом дальше можно по объездной с той стороны, как бы город на Вилюйский тракт уйти. Ну, а сюда повернем вот прямо там по Чернышевского. Я как-то снимал, да, по городу там как ехали. Ну и все, в общем. Вот она выходит. Здесь объездная. Ну, то есть на объездную мы выруливаем с Зимника. Вот на вот этом. Туда, в центр, а мне сюда. Так что ладно, всем удачи на дорогах. Вот я вам заснял. Нормально еще, как бы в Якутске то обычно туман, аж мрак целый стоит. Сейчас я сориентируюсь как раз по этому. Такой звук от этого. Скрипучий. Ну да, и поворот как-то не в тему в нашу. Слишком крутовато, быстровато завернуть, можно на встречку посидеть. О. Еще попробуй разгонись тут. Все, ладно. Всем удачи. Мы в Якутске. 8651 пробег. Ну, а эти показатели особо не изменились. Все, удачи всем. Так, это я уже обратно еду. Выгрузился, все оперативно на почту бумажки отправил. А тут вот смотрите, какие якутские конезавры. Вот они гуляют, тут пасутся по сугробам, копают в снегу. Ищут. Ну вот везде сами копытцам там что-то раскапывают. Вон они пошли, видите. И 40 мороза, вот это вот все следы, видите, они тут потоптали. Вот это ходят, гуляют. Вот там вообще, видно, трава есть, он там все перекопано, перетоптано. То есть им все равно. Мороз. Сейчас у них жара, типа. Пошли копать, траву искать. Так, и тут как раз... ну там зеленая море. Как этот, с Андреем ехал, он рассказывает. А что 71, я ж 50 еду. Это, наверное, тот проехал. Сзади машина. Такая же штука стоит в Хатыми. И от кафе отъезжает джип, она зелененьким светится. И догоняет Мерс.
Этот джип вывернул, и Мерс подлетает, и вот эта же мордочка, его скорость начинает показывать и загорается красным. Этот на джипе что-то подумал, что это светофор. Взял, остановился. Ну и Мерс его этого как засандолил джипа взад. И джип аж отлетел на парковку, и другого джипа еще в бочину засандолил. И да, Андрюха как раз-то видел. Андрюха, тебе привет. Такая вот, да, трагичная история. Перепутали, как говорится. А это от него, видите, скорость была красная. И также это перепутал, да и все, думал, светофор загорелся красный. А это, получается, Мерс, подлетая, включил ему красный светофор. Да. Ну да, и он еще рассказывал, как вот перед Амгой, верхняя Амга, там такие, с нашей стороны едешь, там такие волны огромные. И тоже, да, там, я все время там думал, вот кто-нибудь с разгону выйдет на эти волны и улетит. И вот у них одна машина там как раз подпрыгнула, ее сложила. Так что там аккуратнее надо быть возле верхней Амги. Ну, там волны такие, амплитуда. Там и легковую я видел, что уносила. Ну, в общем, такие дела. Все, вот я обнулил пробег теперь с Нижнего Бестяха. Пустой я поеду до... Скорее всего, в Артеме буду стоять на Азбуке. Ну, я вот этот пробег остался. Сейчас вот он упадет. Я ж пустой. Сейчас пока 30 показывает. Ну, я там стоял, пока на почту ходил, не глушил. Тут по горам, конечно, он сильно не падает. И пустому тут в натяжку. А дальше там уже подупадет. Я думаю, там в районе 26-25 будет. С горами, с этими. Это Уссурийска, в общем. Артема. Так, ладно, если будут еще конезавры, я включусь. А там еще было. Я пронесся, не увидел. Они прям возле дороги тут рылись. Ну и под утро тут надо это внимательно быть. Они, потому что днем пасутся, а вот чуть вечереет и утром уходят. Могут на дороге стоять, просто выйдут и стоят. Когда в темноте. В общем, за ними глаз да глаз нужен. Ладно, все. Погнали. Как говорится, конец фильма такой получился. Всем удачи на дорогах.